В издание вошли сказки, рассказы, пословицы известных писателей Гагаузии. Со вступительной речью на презентации книги выступили представитель Тюрксой Илчин Гафарлы и депутат парламента Иван Köksal. Büyük Türk halkının bir parçasıdır. Ona göre siz de bizim kardeşimizsiniz. Yani biz her zaman Гагаузский народ – частичка большого тюркского мира. Мы всегда готовы помочь вам. И писателям, и музыкантам, театралам, художникам. В Турции есть ваши писатели, с которыми мы тесно сотрудничаем. Мы вам всегда говорим, вы подготовьте, а мы поможем. Yazarlar, şairler, Türkiye'de de var birkaç şair. Onlarla da biz devamlı çalışıyoruz. Ve biz söyledik ki siz dergiyi hazırlayın, biz destek oluruz. Вклад детей – это основа нашего будущего. Поэтому давайте изучать гагаузский язык, говорить на родном языке, давайте развивать его, и пусть он не исчезнет. На мероприятии присутствовали педагоги, руководители учебных учреждений и воспитатели. Огромное спасибо издателям этой книги, потому что очень нужны в детских садах литература, особенно детская. Тут сказки, рассказы, пословицы. Очень нужный материал, обязательно будем использовать в работе. Книга поможет вызвать у подрастающего поколения интерес к изучению родного языка, его истории и современности, народному устному творчеству, отметили жители автономии. Там есть тильки тауклар, очень интересно, очень смешные, даже я читала, смеялись все, очень интересно. Очень полезная книжка, буду читать детям обязательно, очень интересно, спасибо. Все разговариваем на гагаузском языке. Очень важно, потому что это наша основа. Мы все родились, мы маленькие были, все на гагаузском разговаривали, и их приучаем, у меня еще и дочка. И пока хорошо знаем, более-менее лучше получается. Мы в садике учим гагаузский язык. Нет, я еще не умею. Мама мне читать будет. Сборники детских сказок «Курт-Куш Дюнеси» на гагаузском языке будут переданы школьным библиотекам и в детские сады, чтобы педагоги и дети имели возможность изучать родной язык. Детская книга сказок «Курт-Куш» издана при финансовой поддержке международной организации тюркской культуры. Над изданием работали сотрудники научно-исследовательского центра имени Марии Маруневич. Марина Топал, Григорий Ставилов, Артем Топал, ГРТ Новости.